В Абхазии наградили победителей конкурса «Знание лектор» для просветителей республики. Напомню, что «Знание лектор» – флагманский проект Российского общества знания. Он направлен на просветительство. Именно для просветительской деятельности выявляются и привлекаются к работе молодые и талантливые люди. Какие возможности это открывает для местных экспертов и как здесь можно найти свой голос? Поговорим об этом с нашим гостем Георгием Будним, замгендиректором Общества знания по региональному развитию и международному сотрудничеству. Здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, очень взаимно. Итак, вы находитесь в Абхазии. Насколько я понимаю, у вас очень насыщенный график. И то, что вчера состоялась в Агу церемония награждения наших лучших лекторов, да, скажем так, это, скажем, итог большого пути. Расскажите о нем и расскажите, пожалуйста, вот какое значение придается тому, что именно здесь, в Абхазии, реализуется вот проект «Общество знания». Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, вчера прошла торжественная церемония награждения лучших лекторов Абхазии 2025 года. Нам это очень приятно, и нас это, безусловно, радует, поскольку с первого визита и с самой идеи запустить работу Общества знания в Республике Абхазия мы увидели такой хороший, теплый прием. Все началось с визита в этом году в феврале месяце, где были установлены первые договоренности, и уже практически сразу мы принялись за работу по открытию представительства Общества знания в Республике Абхазия. Вся эта работа продолжилась проведением федерального просветительского марафона «Знание первое». Это флагманское событие форумного формата от Общества знания. Мы такого уровня мероприятия проводим всего 2 раза в год, где выступают самые выдающиеся лекторы, которые входят в сообщество лекторов Общества знания. Тут на секундочку стоит отметить то, что их более 30 тысяч человек на сегодняшний день. И логичным развитием мы увидели организовать на территории республики наш другой флагманский проект, конкурс «Знание лектор», который с успехом проходит уже 5-й год в Российской Федерации, в котором приняло участие более 60 тысяч человек. За все это время было прочитано более 17 тысяч лекций, и мы хотели использовать успешные наши механики для выявления талантов, талантливых людей, умных, обладающих экспертизой, знаниями профессиональными в своей предметной области, и тем самым плюс всем показать то, что лектором может быть каждый. С чем мы когда-то сталкивались, когда развивали работу просветительского общества знания, с тем, что есть некий стереотип, что лектор — это, скорее всего, преподаватель в вузе, учитель в школе, то есть человек, который по роду своей профессиональной деятельности ведет так или иначе лекторскую работу. Но совершенно все забывают, либо почему-то не замечают, что лектором действительно может стать любой человек, обладающий нужными характеристиками, опытом, навыками, знанием своей предметной области, желанием делиться такой информацией. И вот здесь вот в совокупности сам проект работает, поскольку для, скажем так, менее опытных лекторов, просветителей, тех, кто по роду своей деятельности либо не выступал ни разу на публичных площадках перед аудиторией, либо имеет какие-то страхи, этот конкурс сопровождается в том числе и обучением, как вести себя правильно на публике, поставить голос, как правильно выстроить свое выступление и многое-многое другое, подготовить презентационный материал. На самом деле это большая наука, публичное выступление. И ожидания наши полностью оправдались, потому что даже среди победителей мы можем отметить то, что достаточно большое количество людей это из другой профессиональной среды, не лекторской, не преподавательской, не научной, академической, которые поверили, рискнули,
в хорошем смысле, и не только дошли до финала, но и стали победителями и обладателями звания «Лучший лектор Абхазии». Кстати говоря, я видела список, некоторые лица мне там знакомы, список победителей, которых вот как раз наградили в АГУ. Среди них были и лекторы, одна знакомая фамилия попалась. Но вообще, кто стал финалистом вот у нас, скажем так, какие профессии преобладали, какой род деятельности, скажем так, и что вас больше впечатлило в составе финалистов и вот даже тех заявок, которые поступали на конкурс? Ну, традиционно можно сказать то, что для первого сезона конкурса больше всего, конечно, было представителей из мира науки, профессорско-преподавательского состава. И это нормально, это естественно. Тем более в АГУ. Конечно. В целом, если взять начало обновленного общества знаний в России в 2021 году, то основной костяк лекторов тоже на ранних этапах развития организации это были представители мира науки, академического сообщества, профессорско-преподавательского состава. Но здесь порадовало то, что этот баланс был сразу же, состав участников был разбавлен и людьми, представляющими другие профессии. Тут сразу же смогли проявить себя в качестве лекторов общества знания и представители государственной службы, и представители телерадиокомпаний, и представители других общественных организаций, чего не сразу получилось, когда мы делали этот конкурс впервые в России. Это, безусловно, радует, то, что практически силы распределяются где-то 60/40, где 60% это профессорско-преподавательский корпус, академическое научное сообщество, и 40%, 30-40 где-то так, это представители других профессий. Так как общество знания, как я на церемонии сказал, знание не имеет границ, поэтому зона, периметр интересов нашей организации, проектов, которые мы реализуем уже и в Республике Абхазия, сильно шире и выходит за рамки образовательных программ. И молодым людям, прежде всего, да, и в целом любым участникам нашего мероприятия всегда интересно в том числе послушать и поговорить именно с профессионалами с большой буквы «П», которые не только добились определенных успехов на своей профессии, не только аккумулировали внутри себя опыт, знания, навыки и экспертизу, но и продолжают заниматься этим делом, и зачастую это самые, в хорошем смысле, востребованные и желанные лекторы, просветители, потому что аудитория может задать именно такой прямой вопрос, касающийся непосредственной деятельности. Почему выбрали эту профессию, какие сложности, как строился ваш карьерный путь, какие у вас там были, по вашему мнению, не знаю, достижения, какие у вас планы и многое-многое другое. И это радует, поскольку здесь наша работа чуть-чуть упрощается, что к нам уже сразу пришли именно такие люди. Вы, проект, скажем так, он как бы нацелен на именно просветительскую такую миссию. Образовательная составляющая, конечно же, есть. Вы говорили об обучении. Но ищете ли вы неких, скажем так, лидеров мнений, может, харизматичных личностей, которые вот очень интересно могут подать? И вообще, интересны ли вам такие, скажем, профессионалы, которые являются и лидерами мнений? Конечно же, ищем. Конечно же, у нас такие люди появляются. Я уверен, что и в Абхазии уже в числе лекторского сообщества, скорее всего, такие люди есть. Мы просто должны чуть-чуть подождать и посмотреть, как эти цветы, как эти бутоны, в хорошем смысле, раскроются и еще себя покажут.
Просветительская деятельность очень интересная и в какой-то степени отличается, конечно же, от образовательного процесса. Образовательный процесс в учебных заведениях все равно это вот у аудитории и преподавателя есть такой некий социальный контракт. Один человек учит, другие послушно слушают, и всему этому финалом является проверка знаний через экзамены, зачеты, тесты, контрольные работы, в зависимости от того, какого уровня учреждения. Просветительская работа — это более творческая история, и здесь с аудиторией нету вот такого так называемого социального контракта. Поэтому, конечно же, лектор в хорошем смысле еще должен быть неким таким шоуменом. Он обязательно должен быть харизматичным, уметь держать аудиторию, уметь удивлять аудиторию, уметь, может быть, как-то ее интриговать своим выступлением, подводя к какому-то интересному факту, чтобы люди сидели в ожидании, чем же там эта история, эта лекция закончится в зависимости от ее тематики. Здесь работа чуть сложнее, нельзя сказать. То есть образовательный процесс очень сложный, невероятно сложный. Но здесь в нашей работе еще добавляется небольшая такая перчинка под названием творческий процесс. Есть такое выражение, то, что первое впечатление дважды сделать невозможно, поэтому и у лекторов общества знаний, особенно на стадии развития этой организации в республике, достаточно сложная задача. Нету возможности произвести впечатление второй раз, первое впечатление второй раз, поэтому нагрузка и ответственность тех людей, которые на текущий момент присоединились к нашему лекторскому сообществу, очень высока, и работа их действительно очень ответственна на текущем участке работы, времени. Что будет с победителями дальше? Каким образом будет строиться с ними работа? Что вы ждете от них в первую очередь? Там же обоюдный такой процесс. Изначально конкурс вообще это кузница так называемых кадров наших лекторских. И, конечно же, мы ждем от того, что мы продолжим со всеми участниками, не только победителями, но и финалистами, и людьми, которые не прошли финал, продолжать дальше работу. Есть люди, которые участвовали несколько раз и выигрывали там со второй или третьей попытки. Не стоит в данном случае оставлять это просто так. И всегда, если есть цель, до нее можно дойти и дотянуться. Это конкурсная механика, предполагающая, да, вот именно некую воронку, определяющую в конце победителей, дающая звание лектор, лучший лектор. Но просветительская работа на этом не останавливается, она идет у нас каждый день. Если говорить за весь объем, то у нас еженедельно проводится более 2000 мероприятий по России, Республике Абхазия, если говорить в сумме. Работа найдется, как говорит, всегда и для каждого лектора. И, конечно же, найдется на каждую тему свой благодарный слушатель. Действительно, проект «Знание лектор» сначала реализовывался в России, естественно. Впервые у нас. Будет ли расширяться география стран? Вот та же наша Южная Осетия, Братская республика, может быть, какие-то другие республики. Планируется ли такое дело? Мы планируем, конечно же, вот здесь Республика Абхазия впереди планеты всей. Это пионеры. Это наш первый зарубежный опыт, когда мы привозим наши самые громкие, наши самые флагманские проекты. Мы хотим продолжить дальше развитие нашего международного направления. Уже я посещал Республику Южная Осетия. Есть некоторые договоренности. Вчера, к слову, стоит отметить то, что было заседание нашего координационного совета, уважаемые члены координационного совета под председательством Любовь Николаевны Глебовой.
вчера согласовали, такова процедура открытия представительства в Южной Осетии. И, конечно же, накопленный положительный опыт, эффективные практики, которые здесь за полгода сложились, мы будем применять и развивая, и продвигая работу нашего общества в другой соседней республике Южной Осетии. Помимо этого, да, и это не предел наших мечтаний и амбиций. Мы планируем попробовать свои силы и в других странах. Сейчас мы работаем, и уже тоже были визиты в республику Киргизия, в республику Таджикистан, республику Армения. Уже некоторые мероприятия прошли в таком тестовом пилотном режиме в республике Беларусь. Я думаю, что и у нас есть, к слову, в том числе стратегия до 2030 года. То есть, если смотреть там практически на 5 лет вперед, то мы выходим далеко за пределы СНГ к этому году. Мы рассчитываем, что мы уже к 2030 году мы наладим свою работу в странах Латинской Америки, Африки и многих других. То есть мы будем корректироваться, конечно, но, тем не менее, идти вперед. Вы говорили о том, что у нас состав участников был 60/40, там лекторы, преподаватели и люди других сфер деятельности, организаций, может быть, туризм, там, из разных сфер. Вот. Расскажите, пожалуйста, были ли такие интересные личности, которые как-то вот вас зацепили, возможно, не только именно вас, вот людей, которые с ними работали. Может быть, есть какие-то отзывы. Просто интересно узнать, как много у нас есть оригинальных людей, таких, которые бы вот как-то вот интересно бы работали как лекторы. Достаточно много. Тут для нас, для общества знаний, которое работало в Российской Федерации, в какой-то степени даже на данный момент легко удивить. Есть лекторы, да, из сферы туризма, которые, как я понимаю, обладают таким хорошим багажом знаний истории, и история Абхазии, история взаимоотношений России и Абхазии. Это достаточно уникальная на сегодняшний день лекция, которая до этого момента ни слушатели из Российской Федерации, тут я не буду утверждать, возможно, слушатели в Республике Абхазии могли слышать нечасто. И любая лекция, по сути, так или иначе посвященная сохранению или продвижению традиций, культуры народов Абхазии, конечно же, тоже для нас является безусловной новинкой и чем-то новым, чем-то интересным. И здесь тоже стоит заметить, нам интересно, чтобы такие лекции, такие темы выходили за пределы республики, и слушатели в Российской Федерации тоже имели возможность. Это уникальный опыт, которого до сегодняшнего дня, до вчерашнего дня мы не имели. Поэтому с удовольствием будем расширять свой багаж знаний, свое лекторское сообщество людьми, которые говорят на те темы, которые еще мы не слышали или слышим... Мало знакомы или слышали, но очень редко, каких-то там единицы раз. И в этом контексте, кстати, вот о взаимодействии, скажем, людей, да, народов России, Абхазии, стран России, Абхазии, это же тоже очень важный контекст, тем более сейчас, когда вот, скажем, не то чтобы запрос, но желание дружбы, какого-то дружеского плеча очень, скажем так, востребовано. Да, совершенно верно. Есть такой запрос, есть, конечно же, большая дискуссия в хорошем смысле, потому что есть темы, которые действительно надо друг другу нам объяснять. Причины, предпосылки,
почему какие-то моменты в жизни нашей истории произошли, что сейчас происходит, это какие на это все планы. Я думаю, то, что в целом и даже и у жителей Абхазии, у жителей России могут быть схожие вопросы, поэтому нам нужны специалисты, которые могут доподлинно достоверно об этом всем рассказать. А как вы оцениваете, какой запрос у нашей аудитории на знания? В какой сфере, скажем? Это история, может быть, это, не знаю, какие-то методические вещи для изучения языка, кстати, да, у нас вот такая проблема с абхазским языком. Может быть, какие технологии, что предпочитают узнавать? И, допустим, в идеале там с приглашением не только наших лекторов, но и российских. Тем очень много. Конечно же, популярностью пользуются так или иначе темы, связанные с историей. По моему мнению, это будет в приоритете тем очень долгое время. Точно так же, как и в Российской Федерации, всегда при опросах история занимает достаточно высокие позиции. Если мы говорим о молодежи, то, конечно же, наука и технологии тоже являются лидером тем, на которые бы хотели бы мероприятия, которые хотели бы посещать молодые люди, специалистов, которых хотели слушать. И, конечно же, такие специалисты находятся и в Республике Абхазия, и мы уже прорабатываем и с учреждениями образования, прежде всего с Абхазским госуниверситетом, с правительством Республики Абхазии. Тематические планы собираем предпочтения для того, чтобы мы могли в том числе приглашать именитых лекторов, заслуженных экспертов в своих областях в Республику Абхазия, для того, чтобы молодежь Абхазии могли с ними встретиться и тоже узнать что-то новое, или элементарно задать какой-нибудь вопрос. Это определенно всегда должна быть некая дискуссия. Но если вот так вот история, наука и технология, финансовая грамотность и все, что с этим связано, но здесь тоже останавливаться не стоит. То есть мы не работаем на самом деле по каким-то тематикам, которые там занимают по вопросам самые высокие позиции. У нас есть прям очень такие глубокие предметные темы, например, атомная медицина. Это интересная тема, она, конечно же, с трудом находят такую всеобщую такую публичную любовь. То есть, просто надо показать сначала. Ее надо показать, но все равно есть группа людей, которые интересуются, которые работают в этой сфере, которые, возможно, хотят поступать в учебные заведения, изучать, как атомная наука может работать внутри другой науки, медицины. И на каждую тему, конечно же, найдется свой слушатель, и мы никогда не забываем. То есть если мы видим то, что есть спрос, есть люди, которые хотят услышать или встретиться с таким специалистом, мы, конечно же, ее сделаем. Просто таких встреч будет чуть меньше, поскольку и людей, интересующихся этим направлением, этой тематикой, тоже меньше. То есть можно предлагать, да? Конечно. Как-то встречаться, предлагать. Интересно, вот ближайшие ваши планы, шаги, вы сейчас пока в Абхазии, много у вас еще событий будет, и так в перспективе, как дальше с Абхазией работать будете? Вот у нас буквально там 2-3 минуты. Хотелось бы услышать, чтобы мы успели. Следующий большой шаг, который мы хотим сделать, мы его еще запланировали в сентябре. Это было объявлено нашим руководителем Максимом Алексеевичем Древалем. Мы хотим открыть Дом знаний на территории Республики Абхазия. Домов знаний у нас и в России немного. Они исчисляются там несколькими десятками, на самом деле несколькими. Это около 15 домов. Мы уже договорились и подписали соглашение с Абхазским госуниверситетом, и
уже занимаемся на самом деле максимально близки к тому, чтобы этот дом знания открыть. Он будет оснащен современным мультимедийным оборудованием, которое будет помогать не только лекторам общества знания. Мы с удовольствием открываем двери на безвозмездной основе для любых желающих, которые готовы заниматься просветительской деятельностью не только под флагами Российского общества знания. На самом деле просветительская деятельность и так существует. Просто мы можем дать некоторые ресурсы и возможности для ее масштабирования, развития, чтобы она стала чуть-чуть заметнее в нашей жизни. Вот это, наверное, один из больших следующих шагов, над которым мы работаем и который в скором времени мы ожидаем сделать. Спасибо вам большое. Мы будем наблюдать, возможно, каким-то образом участвовать, следить. Я благодарю вас за интервью. О том, как в Абхазии реализуется проект «Знание лектор» и какие возможности он открывает местным экспертам, молодым людям, мы говорили с нашим гостем Георгием Буднем, замгендиректора общества «Знания» по региональному развитию и международному сотрудничеству. Благодарю. Спасибо большое.